Мультфильмы смотрят и любят все дети. Телевидение еще на подсознательном уровне влияет на детскую неокрепшую психику. Современная реклама буквально штампует мультяшных героев – Бэтменов, Барби, Скруджа, Шреков и прочих красавиц и чудовищ. У Джамбулата таких любимых героев много. Самый популярный – Человек-паук. Я хотела быть как Человек-паук. Почему? Потому что умеет лазить по стенам, летает с паутиной. Героев из фильмов детских тоже хорошо уходят. Какие? Капитан Америка, Человек-паук, Железный человек. В наше время на прилавках магазинов можно увидеть много красивых игрушек, но не все из них несут тепло души, говорят психологи. Игрушки для детей до определенного возраста живые. Они с ними общаются, кормят, укладывают спать и радуются вместе с ними. Психологи утверждают, что игрушка должна быть невыдуманной. Ее образ должен быть в природе. Допустим, если это волк, то волк, если заяц, то заяц, но не трансформер. Образы совершенно сверхъестественные, ненормальные, они бывают даже агрессивны по звучанию и по своей форме. Это тоже носит такой разрушающий компонент на психику ребенка. Поэтому, естественно, родители должны в какой-то мере смотреть, понимать, что смотрит их ребенок. Мне нравятся Барби, Монстр Хай. Еще мне Мокси нравится. Я хочу быть похожей на них. Когда девочка играет с куклой, она непроизвольно копирует свою любимицу. Ее поведение – стиль одежды. Но Барби не может быть примером для подражания, считает уполномоченный по правам ребенка в Чечне Хамзат Хирахматов. Кукла – самая древняя и наиболее популярная игрушка, которая может научить малышей определять, что есть хорошо, а что плохо, и как себя вести не стоит. Поэтому эта игрушка должна нести национальный колорит. Именно такие куклы, по задумке духовенства республики, должны производить в нашей республике. Еще с 2008 года подумал над этим проектом и очень с многими я посоветовался. Какое воспитание может дать вот эта маска для наших детей примерно? Могут заменить вот эти полки нашими куклами, допустим. Мы можем создать, у нас есть такие персонажи, которые вот творили добро против Винкса, наша Мелх Азни, против вот этих Бэтменов, каких-то там Человеков-пауков, наш, вот, допустим, Джигит или там Абрек Зелимхан. Мелх Азни, Дадя Айбика, Джигит являются олицетворением добра, чести и достоинства. Они часть чеченской культуры. Такие куклы сохраняют самобытность и характерные черты народа. В этом главная ценность традиционной народной куклы, считает Хирахматов. Если наши дети увидят бурку и плащ Бэтмена, они сразу, к сожалению, будут выбирать плащ Бэтмена, потому что они не знают, не ведают ничто, что означает нам верта. Это, можно сказать, вот, почти самое святое верта папаха наших вот предков был. Поэтому это все надо объяснять нашим детям через вот этих кукольных персонажей. Если проект автора одобрят, на уровне правительства игрушки начнут производить на московской фабрике. Образы создает художница Марьям Дикаева. Главное для нее уловить в каждом персонаже национальный колорит. Каждая кукла должна быть узнаваема. Когда я рисую Джигита, мне сразу вот мужество, стойкость, во всем он может помочь, вот, за любовью там стоять горой, вот такое у меня ощущение бывает, когда я его рисую. Национальные куклы по-настоящему будут популярными, если они станут героями мультфильмов. Только тогда маленький Джамбулат захочет стать Джигитом, а не Человеком-пауком. Луиза Батыжева, Халид Маусаев, Джамлейл Хаджалиев. Новости.